Я сегодня хочу с вами обсудить такую новость. Из Коми больше нельзя будет попасть на Мань-Пупунёр. Ну, давайте уберем заголовок, давайте просто вникнем в суть. Прокуратура закрыла маршрут на снегоходах из Троицко-Печорского района из-за нарушения организации туризма. Знаете, когда я в принципе рассматривала туры на Мань-Пупунёр, меня немного смущал вот этот вот вопросик, а как в принципе по территории заповедника можно добираться на снегоходах. Я решила задаться вопросом, а какие у нас в принципе есть альтернативы, если на снегоходах мы можем добираться на Мань-Пупунёр только из Екатеринбурга, друзья мои. Огромная мечта попасть на Мань-Пупунёр. И я знаю то, что я там наснимаю миллиард видео. Вот, и буду плакать, Короче, есть первый вариант. Это пеший поход. Для меня эта вещь сомнительная. Они стоят не так дорого, как, например, вертолетные туры, да, то есть там цены начинаются от 35, от 39 тысяч в среднем. А сколько денег вы потратите на экипировку? Хорошую, добротную экипировку, если вы идете в поход на Уральские горы на 14 дней. Посмотрите, да, какая нужна в принципе подготовка. То есть это как минимум мы еще закладываем порядка 100 тысяч рублей. Как будто бы разумнее выбрать вертолетный тур, согласитесь? Да, это немножко такая интересная ситуация складывается, что вы в один день как бы отдаете очень много денег, и эмоции, и впечатления тоже получаете в один день. Так кто-то скажет, что это тур для ленивых. Ну и что? Я ленивая. Я не хочу поход, я тепличный ребенок, я городской сумасшедший. Серьезно, ребят, я городской житель. Какой поход? Я не выживу там, я сойду с ума. Вот это интересно. А сколько он стоит? Вау! Есть как минимум 2 вертолетных тура. Один стартует из Ухты. Чтобы мне из Казани добраться до Ухты, тратить день и еще один день. В Казани мы стартуем где-то примерно там, часов в 8 утра, в 7 утра. Приезжаем в Сыктывкар, там я, например, ночую, потом я из Сыктывкара еду в Ухту, и в Ухте мы уже стартуем на Мань-Пупунёр. И, полет занимает всего лишь 2 часа на такими красивыми просторами. Есть еще альтернатива, можно вылететь из Перми. И, кстати, до Перми мне как будто бы даже добраться выгоднее, потому что вот даже не обращаю внимания, да, какой транспорт, самолет, вертолет, автобус, все равно будет стоить 3 кеса. Там сложнее тем, что вам нужно до другого города добраться. То есть вы даже не переночуете. В 3 часа вы уезжаете в другой город на вертолетную площадку. С этой вертолетной площадки стартуете 2 часа, и вы на Мань-Пупунёр. Даже меньше, даже час 30. Зимой вертолетный тур обойдется примерно в 90 тысяч рублей. Это понятно, чем обусловлено, тем более зимой летать намного, как это сказать, непрагматичнее, что ли, потому что зимой ветра, вот это вот все, понимаете, туманности. А что, летом тоже такого не бывает? Друзья, вот такие дела. Если я когда-нибудь отправлюсь на Мань-Пупунёр, вы узнаете первыми, потому что все, вот эти вот видосы, я буду вот так вот просто пачками, вот так вот. И репортаж огромный мы сделаем, документальный фильм.